Добрый день, уважаемые слушатели! Башкирский историко-культурный центр Тимясова продолжает серию онлайн-рассказов в рубрике «Оружие Победа». Сегодня мы в гостях историко-краеведского музея города Баймака. И я с уважением представляю директора этого музея Галина Нелемоясаровна. Она любезно согласилась нам предоставить макет оружия. Сегодня мы будем говорить о пулемете Максима. Не макет, а экспонат. В 1883 году американец Харема Максим создал данный пулемет. В 1910 году данный пулемет был принят в вооружение российской армии, и тульские мастера Третьяков и Пастухов внесли около 200 изменений в данный пулемет, то есть облегчив вес на 5 килограммов на 200 грамм. Пулемет очень скорострельный, 600 выстрелов в минуту, калибра 7,62 на 54 мм, то есть соответствует калибру легендарной винтовки Мусина. Прицельная дальность составляет 2900 метров, а дальность стрельбы 3900 метров. Питается данный пулемет из такого железного контейнера. Здесь находится лента. Сначала были тряпочные ленты, потом их заменили железными. В ленте примерно 250 патронов вмещает вот этот контейнер. Длиной 6 метров 60 сантиметров. В России данный пулемет Максима был поставлен на колесный стан Соколова. Ствол охлаждался водой, естественно. Также в России был поставлен такой щит, защитный щит, так скажем. Ширина 50 сантиметров с половиной, а высота 40 сантиметров. Толщина защиты 65 миллиметров. Так, следующим моментом надо остановиться. Надо сказать, что пулемет достойно прошел все боевые действия Великой Отечественной войны и имеет полное право стать в ряд, считаться оружием Победы. С праздником Победы! Спасибо за внимание.